А в Якутске полицейские объявили войну бутлегерам. В городе провели работу по пресечению незаконной торговли алкоголем. Преступников ловили на живца. Подробности в материале Сусанны Рожиной. В операции по поимке недобросовестных предпринимателей, которые незаконно реализуют алкогольную продукцию населению, привлекались почти все подразделения первого отдела МУ Якутска, на территории которого проводились рейдовые мероприятия. Участковые, инспекторы ПДН, ППС. На разводе все сотрудники получают разнарядку и маршрутные листы. Для участия в операции инспекторы ПДН привлекают несовершеннолетнего. Юноша заказывает бутылку крепкого алкоголя на указанный адрес. Уже примерно через час к дому подъезжает автомобиль, из которого выходит мужчина. Встреча с заказчиком происходит прямо в подъезде. Бутлегер передает товар и получает деньги. Сотрудники полиции уже ждут в засаде, останавливают авто и задерживают бутлегеров. Однако подставной покупатель указывает на пассажирское кресло и утверждает, что продукцию реализовал не водитель, а именно пассажир. Акт реализации алкогольной продукции, именно водки, несовершеннолетнему. В отношении его будет составлен протокол по статье 14.16, часть 2, прим. 1. Только за минувшие выходные в Якутске было выявлено 6 фактов незаконной реализации алкоголя. Ну что, у вас точка общепита здесь находится? А? Общепит? Ну, здесь можно, да? Кафе? Ну, если по желанию этого покупателя. Ну да, он прав. А крышка же закрытая получается? А? Крышка закрыта? Какая крышка? Он должен был здесь распивать. Но если он не хочет, то Вывеска где, что здесь бар где? Либо кафе? нет, такого нет. Вывески такой нет. А почему вы утверждаете, что это кафе-бар? Я не говорю, что это кафе-бар. Я говорю, что если человек захочет, он может здесь выпить. Нет, если вы захочет. говорите, А что если это... нет, то... Нет, вы сейчас говорите, что это либо кафе, либо бар. Давайте определимся, что это. При этом, как отмечают сами полицейские, бутлегеры стали намного осторожнее. Однако регулярные рейды по пресечению нарушений антиалкогольного законодательства продолжают давать свои результаты. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск.